Общероссийский народный фронт объединил республиканские некоммерческие организации и волонтерские центры для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в период карантина. Оказывается, адресная помощь на дом привозят продукты и лекарства. Репортаж Рейдат Халухоевой. Давно не было ребят в доме. Мы с вами просто потом на дороге пообщаемся, хорошо? Защитные маски, перчатки и расстояние 1 метра – все это меры предосторожности. 63-летняя Нина Бружинская – инвалид первой группы по онкологическому заболеванию. Бабушка редко выходит на улицу, поэтому волонтеры помогают пополнить запасы. Но здесь вроде бы нет у нас этого вируса. Но все равно. Ну, мы наберемся. Вот у меня постоянно на столе пузыречек. Протираем руки, внук выходит, быстро руки мыть, быстро чистить, быстро спиртиком обтирать. Ну, как-то бережемся. Как известно, пожилые люди больше всего подвержены заражению коронавируса. Оставив заявку волонтерам на оказание помощи в приобретении продуктов или лекарств, они смогут избежать посещения мест массового скопления людей, тем самым не подвергая свое здоровье риску. Поправляйте, самое главное – здоровье. Счастливо оставаться. Спасибо. Если что, мы на связи всегда. Спасибо вам большое. Мука, сахар, масло, продуктовый набор первой необходимости несут в дом Ханиевых. Хозяйка семейства также болеет онкологическим заболеванием. Рак печени дал метастазы в легкие, так что болезнь приковала ее к кровати. Любой риск может оказаться для нее летальным. Поэтому домочадцы стараются меньше выходить и соблюдать меры безопасности. После каждого прихода с улицы обязательно моем руки с хозяйственным мылом. Благо сейчас дети сидят дома, так как школы закрыли на карантин. Для оказания помощи людям пожилого возраста открыта круглосуточная горячая линия. Обращения обрабатывают добровольцы волонтерских движений, волонтеры-медики и волонтеры Конституции. Выезжают поадресно. Еще раз призываю, если вы знаете, допустим, есть одинокие люди, нуждающиеся вот в такой волонтерской помощи, пожалуйста, обращайтесь. Наш общероссийский номер телефона – это 8 800 200 34 11. Горячая линия, все будут звонки, заявки прорабатываться, и посильная помощь, которую возможно оказать, мы будем оказывать. Доставка продуктов и лекарств – это только программа «Минимум». При необходимости волонтеры могут помочь убраться в доме или сделать другую работу. Впрочем, по инструкции зайти они могут только с разрешения хозяев, как было с сегодняшними визитами. Пакеты оказались тяжелыми, так что пришлось помочь занести. Конечно. Не стесняйтесь, обращайтесь. Мы, как и ребята-волонтеры, всегда готовы помочь. Такие волонтерские штабы работают в более чем 30 регионах России. В Ингушетии для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в период карантина и распространения коронавирусной инфекции региональный общероссийский народный фронт задействовал и республиканские некоммерческие организации. Рейдат Халухоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.